С озера Саялык, богатого карасями, андатра и вкусной питьевой водой, начинается деревенский пейзаж маленького села Хурула. Детвора купалась, плескалась в этом озере, а затем резвилась на земляничной поляне. Вечерами местная молодежь гуляла в прибрежном лесу, устраивала разные спортивные состязания в Аласе. В самых ловких и сильных заглядывались красивые девушки. А вот и влюбленная пара. Он высокий, статный, держится с достоинством. Она немного ниже, симпатичная. Они о чем-то оживленно говорят, смеются. Приглядевшись повнимательнее, мы узнаем в нем молодого Егора Конановича Федорова, который работает директором в местной школе. А в нем Екатерину Андреевну Матвееву, выпускницу Великого педучилища, начинающую учительницу начальных классов. Вскоре молодые поженились, по душе пришлись они детям, коллегам и сельчанам. В свободное от работы время Егор Конович водил своих учеников на природу и отдых на лоне природе, любуясь летней красой родной природы. До сих пор помнят бывшие ученики об этих прогулках. Кеннеттен бигит варақаддық жахырсан кәләбит арамағотой ыттар үрәлләр. Оны валлана кенемия бейінік ыттамия мағотой тахар. Егор Конович действительно был разносторонне развитым спортсменом. Каждое лето участвовал на АСЭХах, в разных спортивных состязаниях. Боролся в хапсагай, бегал, прыгал в длину и высоту. Пробовал поймать коня на скаку в глубоком снегу и оседлать его, и на глазах удивительной публики мчался на коне, а остальные старались догнать его, но и вязали в снегу. На обратном пути из школы он любил устраивать соревнования по национальным видам спорта. Каждый из ребят старались получить его похвалу. Удивительный мир шашек и шахмат первыми в Харуле открыли Егор Конович и Николай Савинов, родной отец известного шахматного короля, 13-кратного чемпиона Республики Саха-Якутия Николая Николаевича Савинова. Егор Конович Федоров является одним из первых образованных людей, выходцев из харулинского наследия, первым учителем и директором Харулинской школы. Его разносторонний талант как педагога, общественника и спортсмена своими лекциями, докладами часто выступал на заседаниях сельского совета, в клубе, на общих собраниях населения, в школе, среди учителей и учащихся. Егор Конович был очень хорошим организатором производства, умел использовать трудовой энтузиазм людей 50-х годов, и именно их силами построил здание школы и заготовлял ежегодно дрова для отопления здания школы, и сам здесь был и руководителем, и участником. Он всегда советовался со старыми людьми, которые умели сами организовать производство и принимали самое активное участие. Большой памятью для харулинского наследия является сооружение спортивной площадки после школы, построенная на общественном начале, исключительно воскресниками и субботниками. И здесь беговая дорожка с протяженностью 400 метров со всеми и многими спортивными инвентарями. Атағынан оннан хүйілгі даны, қылырқы даны,
Ata arason yutuwar vartığın yesedihen ispite. Ondan manna keden anı emiye bu oruyunga emiye mesede. Ondan min hanga tuaktamın hitan koton hanga emiye sürüge burga vanna kılıga en üdügüstanıga Nusanıga onunla kendini keserim minemiye onu haretim balanlara anadda süve ere min mesele haretim kendini keserim. В 1951 году как одного из перспективных директоров Юрбинский район делегировал Егора Конаевича Федорова на научно-практической конференции в городе Якутск, на котором он выступил о методике обучения грамматики якутского языка. В условиях сельской школы ставил проблемный вопрос о необходимости строительства нового здания школы, рассчитанной на дальнейшем открытии средней школы на базе семилетки. Обратный билет в Нюрбу был куплен на 13 августа, но он торопился к выписке жены из роддома. Он поменял билет на 12 августа, но дата эта, к сожалению, оказалась роковой для Егора Кононовича. По пути до Нюрбы экипаж набирал пассажиров из Вилюйска, но при взлете самолет задел верхушки деревьев, и летчик предупредил всех крепче застегнуть ремни, не вставать с мест во избежание трагедии. Но в этот момент началась паника среди женщин. В это время Егор Кононович встал со своего места, усадил, успокоил, застегнул ремни, затем хотел вернуться на место, но тут самолет уже упал, и Егор Кононович ударился головой в ящик с гвоздями. Так трагически оборвалась жизнь 34-летнего многообещающего молодого педагога. Похоронили его в самой деревне, чтобы постоянно ухаживать за его памятником. Оттон биһиге бу нехелек спортивный улогор Егор Кононович көрдөк кехигелен биһиге жолбутугар бу үлелән камнан бетин жонноругар бирен халлар бит идетен биһиге утумнан оглорга берен кененен батыган чөл улог ихин опсайынан биһиге белеңе улок бутун эмие атын нехелектер атын улустар көрдөк халган үйрәтә тахая хәҗәр бутыттан биһиге олус үйрәбит. Жаллақпын денемін. Ағуан бер саспын. Ақсыз наяп қатылып болақтақпын. Анан орталығыларын кәлім, оғын үйеләнім. Анан жаллақпын. Әлбақ сиеттердақпын. Үчігайда болақта атта тақтыра, қоғанда болақтын атта тақтыра. Жөгер көнәлі сиенлері. Имя Егора Кононовича Федорова и подвиг, совершенный им, достойно увековечены присвоением его имени Хорлинской средней школе и улице, по которой он ходил в школу, сооружением мраморного бюста. Годы летят, но живая память прославленного хорлинцем учителя от Бога хранится в душе современников и потомков. Мы со своей учительницей, его внучкой, преклоняемся перед беспримерным подвигом учителя, которого мы никогда не видели. Но наслышаны о нем, о его героическом подвиге во имя жизни людей в далеком 51-м самолете рейса Якутск-Вилюйск-Нюрба.